Я хочу предоставить слово Мордыхаю Юшковскому, доктору Мордыхаю Юшковскому. И это будет здорово. Добрый день. Итак, я в течение этой часовой лекции хочу ответить на один единственный вопрос, зачем нам это нужно. И дам 5 ответов на один вопрос. На протяжении своей истории еврейский народ знал много языков, есть много еврейских языков. Называются разные цифры. Называется цифра 55, есть цифры поменьше, но большинство лингвистов сходятся на цифре 29. То есть в каждом районе, где было еврейское присутствие, в диаспоре, был создан еврейский язык на основе местного языка, который был приперчен ивритом и арамейским. Так называемый сфат холь, или язык повседневного общения, чтобы не использовать иврит, сфат кодеш, или святой язык повседневной суе. Естественно, нам известен язык ладино, да? Это испанско-еврейский, есть язык бухарских евреев, есть язык горских евреев, есть язык североафриканских евреев, Егудия Мухрабия или арабско-еврейский. То есть есть много еврейских языков. Но на протяжении последних минимум 800 лет подавляющее большинство еврейского народа, я приведу вам цифры впоследствии, жило, творило, любило, страдало на идыше. То есть вот это важно очень запомнить, что идыш – это язык подавляющего большинства еврейского народа на протяжении минимум 800 лет. То есть сам язык этот берет свое начало в долине реки Рейн, примерно в конце IX века. Уже в конце IX века в долине реки Рейн, в треугольнике между 3 городами – Шпайер, Вормс и Майнц, или то, что принято называть аббревиатурой ивритской «ШУМ», Шпайер, Вормс, Майнц, была самая крупная еврейская община. Евреи называли эти земли на их языке словом «ашкеназ». У этого слова есть очень интересная этимология, мы сейчас не будем этим заниматься. И вот для того, чтобы говорили между собой на тех языках, которые они привезли из Эрец-Исраэль, иврит и арамейский, и для того, чтобы вести соседские отношения, торговлю, экономику с окрестным населением, то в их иврит и арамейский стали вбрасываться слова из того, что называли Mittelhochdeutsch, или средне-верхненемецкий диалект. И получилась такая смесь иврита, арамейского и средне-верхненемецкого средневекового диалекта. Эту смесь вначале называли словом «ивре-тайч». «Ивре» – иврит, «тайч» – это «дойч», еврейско-немецкий. Вот это первый письменный документ на этом языке. Этот документ от 1272 года. Это фотография одного слова из книги Махзор. Махзор – молитвенник на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, то есть на Новый год и на Судный день. И вот там есть вот это слово «бедаато». Если вы видите, то внутри пространств букв здесь есть написано что-то, письмена. Так вот, вот то, что написано внутри этих букв, это первое предложение, найденное, которое написано ивритскими буквами на средневековом немецком диалекте. И вот лингвисты относятся к этому предложению как к первому письменному памятнику на идыш, 1272 год. Сама книга находится сегодня в сокровищнице Национальной библиотеки в Иерусалиме. Итак, вот этот язык ивре-тайч, он служит языком повседневного общения, чтобы не использовать священный язык, лошен койдеш, или священный язык, да, иврит, в повседневной жизни. И евреи с этим языком двигаются на восток.
двигаются на восток и уже с конца 12-го, начала 13 века поселяются в землях, населенных славянскими народами, и приносят с собой эту языковую смесь, которой добавляется еще один элемент – славянский. То есть практически каждое понятие на идише вы можете выразить минимум 3 словами. Словом немецкого происхождения, словом семитского происхождения и словом славянского происхождения. Если вы возьмете понятие «красивая женщина», вы можете сказать «Schönheit», слово немецкого происхождения. Вы можете сказать «Ефастойер», или на иврите «Яфат Тор», и вы можете сказать «о красавице». Все 3 слова органичны и признаны в идише. Вопрос, кто говорит. Есть гипотеза о том, что идиш – это второй по богатству язык в мире, после английского. На чем она основана? Вот буквально 2 недели назад в литовском парламенте мы отмечали 90 лет со дня создания института ИВО. Институт ИВО – это первый еврейский научно-исследовательский институт, который был создан в Вильне в 1925 году. И вот институт ИВО, который стандартизировал язык идиш, стандартизировал грамматику языка идиш и так далее, то институт этот переехал в Нью-Йорк в 1938 году до советского, я уже не знаю, как говорить, потому что в Литве мне сказали, не дай бог, если я скажу освобождение, да? То есть до советского вторжения, скажем так, в Литву, он переехал в Нью-Йорк, и там он существует по сегодняшний день. Одним из основателей института ИВО был доктор Юдл Марк. Доктор Юдл Марк лингвист, который после войны буквально был охвачен физическим страхом. Страхом за потерю идиша. И для того, чтобы понять этот страх, я вам должен привести немного цифр. В 1913 году в Российской империи была проведена перепись населения. По этой переписи на вопрос о родном языке из 5,5 миллионов евреев Российской империи, а тогда это половина всего еврейского народа, который жил в мире, 5,5 миллионов, которые жили в черте оседлости в основном в том, что сегодня Россия, Украина, Белоруссия и Польша, и Балтийские страны, и Бессарабия, то есть вот в пределах Российской империи жило 5,5 миллионов или половина всего еврейского народа в мире. Так вот, на вопрос о родном языке 92% ответили идиш, плюс к этим 92%, 92% евреев ответили идиш, 3% ответили иврит. И, естественно, этот ответ этих 3% это был более ответ политический, чем лингвистический, потому что, естественно, дома все они на улице говорили на идише, просто были, видимо, участники сионистских партий. И плюс 26 тысяч неевреев признали идиш родным языком. Я в годы своего детства на Украине еще встречал таких украинцев, которые говорили на чистейшем идише. Ибо в местечках, где евреи составляли 70, 80 и более процентов населения, это был основной язык, без него было трудно обойтись. Перед Второй мировой войной из примерно почти 18 миллионов евреев около 12 миллионов живет на идише. То есть это перед Второй мировой войной, это язык 2/3 еврейского народа, это 7-й язык в Европе по числу говорящих на нем, чтобы мы немножко представляли себе цифры. И вот из 7 тысяч языков примерно, которых знала человеческая история, я не уверен, что был еще один язык, на котором не просто перестали говорить, а который ушел в небытие под дулом автомата и с дымом газовых камер. У нас нет точных цифр, но есть предположение, что из 6 миллионов жертв Холокоста и минимум 5 миллионов ушли с «ой-вей мамы» на устах. И вот Юдл Марк в Нью-Йорке просто был обуян страхом за то,
что пройдет еще одно поколение, еще 2 поколения, и мир просто забудет, что были выражения такие или такие на идыше, слова такие или такие. И вот в 1955 году он обращается с воззванием, коль коре, с воззванием ко всему миру, создать универсальный проект памяти миллионам идыш-говорящих евреев, который будет называться Der größer Wörterbuch von der jüdischer Sprache, большой словарь языка идыш. На такой проект нужны были многие миллионы долларов. И тот, кто хотел полностью профинансировать этот проект, это было правительство Германии. И Юдлмарк отказался взять деньги. И 10 миллионов долларов инвестировало правительство Соединенных Штатов. 11 миллион был собран из частных пожертвований. Он усадил в Нью-Йорке штат из 10 профессоров-лингвистов, которые создали кружок по переписке или корреспондентский кружок примерно в 5000 человек. И вот эти 10 профессоров каждый день отправляли письмо в 5000 адресов, примерно такое. «Wie hat man in euer Städtel gerufen etwas?» Как в вашем местечке называли что-либо? И вот на вот это одно что-либо они обычно получали от 30 до 40 слов. Целью было всю эту информацию обработать, найти подтверждение в литературе или фольклоре каждому слову. И в 1971 году Юдлмарк переехал в Иерусалим и перевез весь свой проект в Иерусалимский университет. К сожалению, через 2 года он скончался. И вот при жизни он сумел издать 4 огромных тома вот этого словаря. И вот эти 4 тома, вот примерно такой толщины, еще не закончили букву «Алеф». То есть на сегодняшний день в Иерусалимском университете есть 2 огромных зала, где хранится каталог, подготовленный для этого словаря, который включает в себя около 220 тысяч словарных единиц, что практически делает идыш вторым языком после английского. То есть это очень-очень богатый язык. До этого момента я говорил немного о языке. С этого момента я не буду говорить о языке. Я даже не буду говорить о культуре. Я буду говорить о понятии гораздо более емком, которое называется словом «цивилизация». То есть цивилизация – это все. Это все жанры культуры. Это театр, и кино, и искусство, и музыка. Это то, что называется «аидышер крехц» – стон. Это форма спросить, как дела. Это ментальность, это религиозные движения, политические движения и так далее. А язык – это всего лишь внешняя оболочка вот этой тысячелетней цивилизации. Итак, 5 пунктов. На чем зиждилась идышская цивилизация? Первое. Идыш являлся средством самоидентификации. То есть за все 1000 лет еврейского галута, диаспоры, этот народ придумал только 2 инструмента, которые хранили его, то, что мы называем Jewish identity, да, еврейскую самоидентификацию. Эти 2 инструмента – это язык и традиция. Знаете, в Израиль существует как государство 67 лет, и в Министерстве просвещения у нас каждый понедельник и четверг есть всякие программы по тому, что мы называем «Зегут Иудит Исраэлит», вот, о еврейская, израильская самоидентификация. Так вот, на идыше есть такая фраза «мерет, мерет, мешушкицах». Говорят и шепчутся, и никто не знает, что это такое. Ибо есть такое огромное количество самоидентификаций. Если вы в любом районе любого города спросите вопрос, кто является евреем, вы получите десятки ответов. У идыш говорящих людей этого не было. У них был миллион других проблем, но проблемы с идентификацией у них не было. Ибо язык делал тебя евреем. Никому бы не пришло в голову спросить человека, говорящего на идыш, что в тебе еврейского. Ты мог ходить в синагогу, не ходить в синагогу, быть хасидом, меснагидом или еретиком. Но язык делал тебя евреем. Как говорил Шолом Алейхем когда-то, «Mit Jiddisch kennt ihr durchfahren die ganze Welt, man darf nur oben Geld auf Billetten».
С идышем вы можете объехать весь мир, нужно только иметь деньги на билет. То есть это был еврейский эсперанто. Вы с этим языком могли вполне обустроиться в Сибири, в Буэнос-Айресе, в Мельбурне, в Варшаве, в Нью-Йорке. И вот этот язык был практически барьером против ассимиляции. Вы знаете, вы можете четко просмотреть по историческим параллелям, какие общины были наиболее ассимилированы в культурном плане, а впоследствии в национальном плане. Это те общины, которые переставали говорить на идыше. Немецкое еврейство, венгерское еврейство. Ведь немецкое еврейство, которое выдвинуло лозунг «Wir sind Deutschen des Moses Glauben», мы немцы Моисеева вероисповедания, мы дома евреи, а на улице мы немцы и так далее. То есть эти общины, они ассимилировались. Какое еврейство было наиболее укорененным? Польское еврейство, румынское еврейство, российское еврейство. То есть идыш хранил народ. Вот это очень важно понять. Знаете, из 1000 еврейских писателей только троих мы называем классиками. Это Мендель Мойхер Сфорим, Шолом Алейхем и Ицхак Лейбуш Перец. И вот что такое классик, классический? Это что-то, что не приходящее со временем, что-то, что что остается актуальным всегда. И вот чисто мой подход. Если я ищу сегодня ответ на тот вопрос, который меня волнует сегодня, я иду к тому, что Мендель писал 140 лет назад, или Шолом Алейхем 120 лет назад, будто это написано для сегодняшней газеты. Шолом Алейхем, например, еще в конце прошлого века подметил, что евреи российские, которые хотели ассимилироваться, или, как он говорил, «Ароб гейн фун йидишен век», сойти с еврейского пути, первое, что они делали, переставали говорить на идыше. Они переходили на ломаный русский, ломаный польский, ломаный английский в Америке, но не идыш. В 1912 году он написал роман, который он назвал сам короной моего творчества. Роман «Кровавая шутка», «Der blutiger Spaß». Роман, который написан не по следам, а именно в разгар одного из самых травматических событий еврейской истории, процесса Бейлиса в Киеве. И вот там в романе есть такой образ. Провинциальный паренек Бенни Гурвич из Пинска. Он приехал в большой город Егупец. Егупец, если кто не знает, это еврейское название Киева. И встретился с молодой девушкой из так называемой аристократической семьи. Что называлось быть аристократом? Перестать говорить на идыше. И вот эта девушка, он говорит, «Денехтеке муме йенте». Вчера ее звали Йенте. Она переехала из местечка в большой город Егупец. А Робгенумен демгут митнштройсфедер, то есть она сняла шляпу, она сняла дифачейле, косынку, одела агут миташтройсфедер, шляпу с пером, и она уже не Йенте, она уже мадам Валентина Ивановна. По-русски она еще не умеет говорить, а на идыше она уже не хочет говорить. И вот она надсмехается над этим Бенни Гурвичем, говорит, жаргон. Как вы не стесняетесь говорить на жаргоне? Так презрительно называли ассимилянты идыш. И он ей отвечает, вернее, его устами, Шолом Алейхем отвечает ассимилянтам. Говорит, а чем вам не нравится жаргон? Такой же язык, как и все. Она говорит, обердер жаргон, отдохнешь грамматику, жаргона нет грамматики. Тогда еще не было писанной грамматики, грамматика была написана в 25 году в Вильнюсе в институте ИВО. И Шолом Алейхем, и устами Бенни Гурвича отвечает Шолом Алейхем, поскольку я слышу вашу русскую речь, то я вижу, что вы прекрасно обходитесь без грамматики вообще. Вы не говорите на идыше не потому, что еще нет грамматики. Вы говорите на идыше, ибо у вас души рабов. Вы думаете, вы будете говорить овгоиш, по-гойски или не по-еврейски, то не узнают, кто вы? Говорит, вы не говорите на идыше, ибо вы привязаны к моде. И вот тогда, в 1912 году, Шолом Алейхем спрашивает два сакраментальных вопроса, которые, к сожалению, остаются актуальными сегодня, спустя 103 года. Он говорит, скажите, какая хуцпа? Хуцпа – это наглость.
какая хуцпа есть у нас приходить к другим, к чужим, и спрашивать их, почему нас так унижают. Ой, дмирале, если мы сами treten sich mit die Fies und speien sich in Ponem. Если мы сами топчем себя ногами и плюем себе в физиономию, то чего мы хотим? Чтобы другие уважали нас больше, чем мы сами себя? Если мы способны измываться над своим собственным языком, который является плодом нашей души и нашей истории, то мы ждем от других большего уважения к себе, чем мы сами уважаем свои сокровища? Вот этот вопрос был задан 103 уже года назад. В первой четверти 20 века произошел процесс, который изменил лицо еврейского народа. Ибо до начала 20 века еврейский народ, он в подавляющем большинстве своем, более 80%, это народ европейский. Он живет в Европе. В первой четверти 20 века 2,5 миллиона евреев, или четверть практически еврейского народа, каждый четвертый еврей, оставляет штетлах, местечки Восточной Европы, и переезжает меэвер леям, через океан, in der goldener Medine, в золотую страну, так называли Америку, wo die Dollarn wachsen auf die Bäume, где доллары растут на деревьях. Легко сказать, встали и поехали. Это не сегодня сесть на самолет и спустя несколько часов выйти. Этот путь продолжался в лучшем случае месяцы, а чаще всего годы. Это была дорога, выложенная жуткими страданиями. И вот последний самый роман Шолом Алейхема «Мотл Пейси Демхазен», «Мотл», сын Кантора Пейси, может служить нам буквально энциклопедией вот этой миграции. Вы там найдете все. Причем автору очень важно вот эти происшествия все показать через глаза мальчика. Мальчик, который еще недостаточно зрел для того, чтобы проанализировать события. Он натуралистично описывает, что он видит. И вот этот мальчик Мотл, он в нашем сознании выработал два понятия, которые существуют по сегодняшний день. Die alte Heim und die neue Heim. Старый дом и новый дом. Нового дома он еще не видел. Все, что он видит, он сравнивает с чем? Со старым домом. И вот их 6 человек. Мотл, мама его, его старший брат Эли. Жена Эли, она постоянно проклинает, сыпет проклятиями, поэтому ее зовут Брохе, что переводится благословение. Их друг Пини. И жена Пини, она страшно злая всегда, поэтому ее зовут Тайбл, голубка. Вот, их 6 человек. Они продали половину квартиры, которая им принадлежит в Касриловке. Прототип Касриловки – это город Бердичев. И денег им хватило купить железнодорожные билеты до Брод. Броды – это была, сегодня это Львовская область, это была пограничная станция между Российской империей и Австро-Венгерской. У них нет ни паспортов, ни виз, ничего. То есть они нелегалы, да, как говорят сегодня. Что было в богатстве, с которым 6 человек едут в Америку? Zwei große Kischen, 3 kleine Kischelach und eine Koldre zerrissen, aber wir können sie noch nützen. 3 больших подушки, 2 маленьких подушечки и одеяло, у которого оторвана подкладка, но его еще можно использовать. С этим богатством 6 человек едут в Америку. Теперь, у этого богатства, у них вот вам он описывает весь их маршрут, как они едут в эту Америку. Из Брод в Лемберг, современный Львов. Из Львова в Краков. Из Кракова в Вену. Из Вены в Антверпен. Из Антверпена в Лондон. А зачем они едут во все эти места? Ибо в каждом месте они ищут благотворительный комитет Джойнта, который им даст, не будь помянуто, да?
Недобедахт, говорят на идыше, да? Который им дает порцию денег для доехать до следующей станции. И когда они уже приезжают в последний пункт в Лондон, то там им говорят: здесь мы вам только можем дать денег вернуться назад домой. И вот представьте себе вот этих людей, совершенно брошенных на произвол судьбы, без копейки денег, без языка, без документов. То есть каждый, кто хочет, может с ними делать все, что угодно. И что будет, у них есть только в мечтах. От чего они сбежали, они знают точно. Но куда они едут, толком они не знают. И вот когда они уже в Лондоне, из Лондона садятся на пароход, и вот едут уже в Америку, то они приезжают в то место, которым американцы очень гордятся. И называют его «The Gate to Freedom», «Врата свободы». Это место называется Эллис Айленд. У нас в нашей литературе, идишская литература увековечила, что это одно из самых трагических мест нашей истории. Ибо там проводилось на протяжении вот этих 25 лет самое настоящее, вот то слово, которое мы очень не любим, да, селекция. То есть после вот этого страшного пути тысячи людей были развернуты и отправлены обратно. Вы в еврейской литературе найдете то, что уже сегодня вышло из народной памяти, уже никто этого не помнит. Не было тогда еврейской газеты, которая бы на первой странице не писала бы про «Кранке Ойгн» или «Трахомене Ойгн», болезнь глаз, трахома. У кого была эта болезнь глаз, не впускали в Америку. Семьи были разрознены, детей впускали, родители отсылали обратно. Были тысячи самоубийств, люди прыгали в Гадзон, в реку эту. То есть это страшное место было на самом деле. Но вот у кого посчастливилось, и он вышел на этот вот, что называется, обетованный берег, то что оказалось? Что доллары не росли на деревьях, и бриллианты не валялись по улицам. Подавляющее большинство иммигрантов пошло работать очень тяжело in the sweatshops, в так называемые патагонные фабрики, в текстильные мастерские. И в рабских условиях за $2 в неделю. И у этого первого поколения иммигрантов было огромное количество проблем. Но одной проблемы у них не было. Не было проблемы of Jewish identity. Ибо каждое утро каждый еврей выходил на улицу, встречал еще одного еврея и спрашивал его, как дела, по формуле «Вос махтаид». Я самоидентифицируюсь как еврей, я тебя идентифицирую как еврей. И это внутренний код между нами. Второе поколение эмигрантов хотело чем бы быстрее стать американер. И оно оставило вот те два инструмента, которые хранили еврейство. Язык и традицию. И вот в будущем году мы будем отмечать 100 лет со дня смерти Шолом Алейхема в 1916 году. Последние месяцы своей жизни в Нью-Йорке он буквально истерично пишет серию рассказов и статей, где он пророчествует. В этот момент, что еврейство Америки потеряет идиш, оно потеряет себя. И сегодня мы, к сожалению, свидетели вот этому пророчеству. И самая большая угроза еврейскому существованию сегодня, о которой мы не слышим в новостях каждый день, это ассимиляция, которая началась тогда, с потери языка. Итак, это первый аспект. Идиш – средство самоидентификации. Второй аспект. Идиш, как я уже сказал, был создан как светский язык, то есть язык повседневного общения. Но в этом языке вы не можете понять ничего без знания религиозной традиции. То есть он является как бы мостом между светской и религиозной еврейской культурой. Можно привести огромное количество примеров, но в любом произведении идишской литературы, если вы не знаете понятий из традиции, вы просто не можете понять ничего. Например, у Ицхака Лейбуша Переца есть рассказ, даже название уже потрясающее, называется «Азмезокт мешуге глойб». Если тебе говорят «сумасшедший», то верь. Рассказ про мальчика, которого зовут Мойше Йоселес. Он такой умный,
что когда он учит Тору, то мама ему хумыш, да, то мама ему кладет мокрую тряпку на голову, чтобы у него мозг не лопнул от такого количества Торы. Да. И он, вот вам в одном абзаце 10 понятий из религиозной традиции. Каждый эрев шаббат или в пятницу вечером отец его зовет на фаргерн. То есть, если вы сегодня вот в религиозных кварталах спросите любого мальчика, он вам скажет, что такое фаргерн. То есть, отец его экзаменует на ту главу недельную, которую он учил в Хейдере. И у него льется виамизмор, как псалом. Он настолько все быстро схватывает, что в воскресенье он уже знает наизусть следующую недельную главу. И поэтому целую неделю ему нечем заниматься, ему нечего делать. И вот он сидит целый день и смотрит в небо через окно. Ему говорят: Мойше, сколько мальчик может смотреть в небо? Что ты там видишь в небе? Вы что, не понимаете? Каждое облако, у него есть форма. И вот я пытаюсь разгадать, вот что вот это облако, а что такое вот это облако. Говорят: ну что оно такое вот это облако? Говорят: вот это облако, это же Коина Годл фун Бейса Мигдаш, это первосвященник из храма. А вот это облако, это мой дедушка, обвернутый в талис с тфилин. Говорит: хорошо, если ты такой умный, видишь то, что другие не видят, а тогда скажи, если небо чистое совершенно, нет облаков, что ты видишь тогда? Он говорит: демл зейх дем рошашона дикнем паройхес, тогда я вижу паройхет роша шана, ибо в синагоге весь год парохет, вот это занавес, да, с шкафа с свитками Торы, она цветная, вышитая, а в роша шана она всегда белая, гладкая. И вот вам просто для примера один абзац, в котором 10 понятий из традиций. И вот так вся эта литература. То есть это в этом весь цимес, что называется. Она светская литература, которая целиком зиждется на религиозной традиции. Вы знаете, в 1978 году Ицхак Башевич Зингер получил Нобелевскую премию. И тогда в Нью-Йорке премьер-министр тогдашний Менахем Бегин был с визитом. И к Башевису позвонили из израильского консульства, сказали: господин Зингер, приедьте в консульство, глава правительства хочет для вас организовать вечер в честь получения Нобелевской премии. В общем, он приехал, и между ними был скандал. Они 3 часа чуть ли не дрались. 2 польских еврея говорили на идише. И Башевис пришел с тяжелыми претензиями к израильскому правительству за отношение к идишу, которое было в Израиле. А Бегин пробовал немного оправдать это. Так он говорит: о чем вы говорите? Как бы мы на идиш могли государством управлять? Как бы мы на идиш могли армией командовать? Как бы мы на идиш сказали бы: стой смирно? И он еще хотел немного его поддеть. Так он говорит: штей глай. И тогда Башевис сказал: вы правы. Ибо идиш никогда не был в истории языком армии, языком генералов и не солдат. Но он был языком того, что называется аварами идишехейм, теплого еврейского дома. И он был языком между матерью и детьми, между бабушкой и внуками. Он говорит: на идише не давали приказы в армии, но скажите вы на иврите то, что каждая еврейская мама повторяет 100 раз на день: «Мир зол зайн фардайна бейнделах». Да? Что практически невозможно перевести это, чтобы сбылось мне то, что суждено твоим костям, или вот то, что твоим косточкам, то есть то, что чтобы я была искуплением вот за то, что суждено тебе. Это язык еврейского дома. И вот практически через идишскую литературу вы можете проследить, как развивалась еврейская семья, отношения в семье. И первый, который бросил вызов вот этим устоям в еврейской семье, где женщина довольно-таки на приниженной роли была, это был Перец, Ицхак Лейбуш Перец. Первый свой рассказ из более 500 на эту тему он написал в 1891 году. Рассказ называется «Шлом байт», «Мир в доме». Представьте себе зачуханное хасидское местечко. Там есть очень бедная пара, Хаим и Хана. Они
описание жуткой нищеты. Они молодая пара, у них только родился ребенок. Живут они на каком-то чердаке. И совершенно бедный, нищий Хаим, он грузчик. Он целый день стоит на базаре и ждет, пока кто-то у него попросит отнести пакеты домой, и за это ему дают там пару грошей. И вот приходит пятница. А пятница – это основной день его работы, ибо все идут за покупками на субботу. И она ему говорит: Хаим, если заработаешь пару копеек, то купи 3 вещи. Яйцо одно, чтобы был желток, смазать халу. Это дает немножко цвет, блеск. Свечку, шаббат. И мазь для ребенка. А если будет недостаточно, то только мазь, остальным я уже справлюсь. И вот они друг друга успокаивают в этой нищете, в этом божестве. Он говорит: Ханеле, ты такая замечательная, тебе положено намного больше. Такой шлемазл, как я, что я тебе могу дать? Говорит: о чем ты говоришь? Ты лучший отец в мире, ты лучший муж в мире и так далее. И вот он стоит целый день на рынке. И приходит, ему хватило на свечу и на мазь. Даже это яйцо несчастное не купил. И вот он идет в синагогу. Приходит из синагоги, видит, какой стол она накрыла из ничего. И у него, он поет ей вот этот хвалебный гимн женщине «Эйшес хайль миимца», кто найдет жену такую и так далее. И на следующий день после чоунта он идет опять в синагогу. Он не идет в обычную синагогу, он идет то, что называется «бейс медреш фар простелайт», или молитвенный дом для простолюдинов, для простонародья, для безграмотных. Там нет раввина, ибо они не умеют читать, ибо они не умеют книгу держать в руках, молитвенник. Там есть магид, то, что называется проповедник, да. Магид этот, он им дает как бы трактат на недельную главу. И вот магид рассказывает, как прекрасен рай и как ужасен ад. И вот этот Хаим, этот самый примитивный человек, после этого рассказа подходит и говорит: Реб Магид, скажите, вот такой убогий, как я, тоже может попасть ойлем хабе, вот в рай, на тот свет? Он говорит: да, каждый еврей может туда попасть. Он говорит: что же мне для этого делать? Говорит: учи Тору. Говорит: я ведь не могу. Говорит: тогда скажи каждый день, говори несколько глав псалмов. Говорит: но я ведь не понимаю, что я говорю. Говорит: кто ты по специальности? Грузчик. Говорит: и для тебя есть решение. Принеси каждый день несколько ведер воды в синагогу, обслуживай тех, кто учат, и ты будешь тоже пристроен. Говорит: и когда я туда попаду, что меня ждет? Говорит: если ты будешь цадиком, праведником, и ты попадешь туда, то ты будешь сидеть на золотом кресле в раю. И этот магид счастлив, что он от него отделался, а этот не уходит. И он говорит: ну, что еще? Говорит: я буду сидеть на золотом кресле в раю. Говорит: да. А она? Говорит: кто? Говорит: Деидене майне, моя жена. Говорит: если ты удостоишься сидеть чести в золотом кресле в раю, то у твоей жены будет великая честь быть твоей подставкой под ноги. И вот этот человек, в этот момент у него сталкиваются еврейское понимание мира и общечеловеческое. То есть по еврейской сути, кто он, чтобы спорил, а по общечеловеческой он не может этого вынести, он понимает, что это несправедливо. И он приходит домой и видит ее, эту жену, как она его встречает, как она из ничего готовит и так далее. И он буквально, слезы сдавили ему горло. Он говорит: Хаим, ты мне должен рассказать, что с тобой? Говорит: нет, Ханеле, ты не будешь у меня подставкой под ноги. Я подвинусь, и мы оба будем сидеть на золотом кресле. И самое важное, это последнее предложение. Он говорит: «Ундерибойне шелойлем вет музн баштейн». И владыка этого мира должен будет с этим согласиться. Вот таких рассказов Перец пишет более 500 на тему положения женщины в семье. И потом через идышскую литературу мы прослеживаем уже, опять же, через эмиграцию, что произошло с еврейскими семьями в Америке, например. В местечке все было очень четко. Женщина от макушки головы до кончика пальцев зависит от мужчины, социально, общественно, экономически и так далее. Там женщина выходит работать.
Женщина равноправна перед законом, на нее нельзя руку поднять. И вот тогда, в начале 20 века, еврейские семьи начинают распадаться массово. Ибо многие мужчины, их это сводило с ума. Вдруг мужчина, который теряет абсолютную власть в семье. У Якова Гордина, еврейского писателя, драматурга, есть такой рассказ о паре, которая живет в Нью-Йорке, рассказ написан в 1901 году, они только приехали недавно и так далее. И вот она ему говорит «my darling». И тогдашние писатели, они в Америке писали на сленге, который называли «English». Это был «for Yiddish to English» или «for English to Yiddish». И вот она ему говорит «my darling, ich will auf Pesach kaufen neue Furniture». На Песах, говорит, хочу купить a neuem table, mit a neuem mirror, mit a neuem chair. Он говорит, нет, сначала, они же в кредит покупали, сначала выплати старые долги, потом будешь покупать новые. Говорит, выплати сначала for them watch and for them carpet, потом ты будешь покупать новые. Она говорит, он говорит, нет, а Гансер генерал-губернатор. Вдруг впервые он слышит такие слова от нее. Говорит, ты с каких пор начала так разговаривать? Он говорит, о, мой дарлинг, ты кое-что забыл. Я уже не та Ривкела из местечка. Говорит, а кто же ты? Говорит, забыл, я миссис Ребекка. То есть вот эта миграция, она практически рушит вот те устои еврейской семьи, которые сформировались на протяжении столетий. Весь этот процесс вы можете найти в идишской литературе. Процесс выхода из традиционного общества в современное урбанистическое общество. Третий аспект. Еврейская цивилизация не смогла бы выжить, если бы она в враждебном окружении, среди погромов и черты оседлости и так далее, если бы она не выработала изнутри себя систему моральных ценностей. Знаете, несмотря на то, что в русском языке, когда говорят о ком-то, он местечковый, это носит отрицательную какой-то отрицательный стереотип. Дай нам Бог сегодня вернуться к тем моральным основам, на которых зиждилось местечко. Ведь любое местечко – это была совершенно стройная система взаимопомощи, социальных учреждений. А самое главное – местечко выработало в народе особую форму коллективистского сознания. Ведь сегодня мы живем в абсолютно индивидуалистском обществе, каждый в своем соку варится и так далее. В местечко, когда приходил какой-то новый городовой, или какая-то новая власть, или какая-то новый приказ какой-то, или какая-то проблема была, спрашивали у еврея, что будет с тобой? Ответ был, «Was wird sein mit Klal Yisroel, das wird sein mit Реб Yisroel». Что будет со всем Израилем, то будет и с господином Израилем. То есть, что будет со всей общиной, то будет и со мной. И у этой формы коллективистской психологии был абсолютно определенный моральный код, который нельзя было приступить. Этот код не был нигде написан, он был выгравирован, можно сказать, в каждой еврейской душе. И этот код выражается двумя короткими словами «se passt nicht», что переводится «не подобает». Это можно перевести как «граница стыда», когда человек говорит сам себе «я не могу это совершить, сделать этот поступок, ибо не подобает». «Se passt nicht». Вот, к сожалению, вместе с уходом идыша из повседневного обихода ушло «se passt nicht». Но, тем не менее, в идишской литературе есть огромный пласт, который посвящен людям, которые не таким симпатичным людям, а именно уголовный мир, воры, проститутки, сутенеры. Огромное количество произведений посвящено им. Но что интересно, что все писатели, которые описывали этих людей, даже у них видно, как вот даже эти люди все равно какую-то определенную грань не переходили. Знаете, у нас в Вильнюсе, вот сейчас в связи с нашим центром, много есть очень семинаров по идишской культуре, и мы всегда вспоминаем писателя, который родился в Вильнюсе в 1913 году, я с ним был когда-то очень дружен, он умер в Тель-Авиве в 2004, Авраам Карпинович.
Он написал 10 книг о еврейском Вильно. Но основная масса его героев – это воры, проститутки, нищие, сумасшедшие и так далее. И когда я его спрашивал: Авром, почему вы пишете об этих людях? Он сказал: о важных и великих писали до меня и будут писать после меня. Об этих, если я не расскажу, уже никто не расскажет. И говорил: яма в Панарах. Панары — это, вы знаете, наверное, да? Это вот что в Киеве Бабий Яр, то в Вильнюсе Панары. Яма в Панарах уравняла всех. Там все были равны. И вот я хочу увековечить те заблудшие души, о которых не вспомнят и не будут говорить. И мне всегда хотелось, чтобы он своих героев перевез в Израиль. А у него не получалось. Он говорит: я пробовал, не получается. Он говорит: вот в Вильнюсе на перекрестке 2 улиц, еврейской и немецкой улицы, говорит, 40 лет сидела нищенка. Она была как будильник в этом районе. Она в 8 утра усаживалась и начинала кричать: «Йиден, гитаны довы, год золых шикна лайхте кренку на гутен доктор». Евреи, дайте милостыню, что Бог вам послал легкую болячку и хорошего доктора. Он говорит: представь себе, что я ее посажу возле Ирии в Тель-Авиве. Говорит: кто посмотрит на нее, кто с ней будет гешефт иметь? И один такой рассказ он, да, написал, который, вопреки виленским рассказам, он не настоящий. Что в 50-е годы 2 виленских вора, еврейских, естественно, встречаются в Тель-Авиве. Обнялись, расцеловались, и один говорит: ну, слушай, если мы дожили до собственной страны, давай покажем им, что такое Вильнер прима класса. Он говорит: что ты предлагаешь? Говорит: здесь мы пойдем ганвенен бе гранде, пойдем воровать по-крупному. Говорит: что тут вообще есть воровать? Посмотри. Говорит: пошли ограбим кассу государства. Национальный банк. Национальный банк. Тот говорит: ой, слышишь, оставь меня. Я сюда приехал строить новую жизнь, не хочу, это не для меня, и все. Говорит: ты не идешь, я иду один, и ты обо мне еще прочтешь в газетах. И он идет и роет траншею под Банк Исраэль, и доходит до сейф, касса страны. Для него открыть этот сейф чик-чак. Он открыл, что он там видит? Пусто. И вот это важно автору показать. Он говорит: и его еврейское сердце сжалось. Чтобы у моей страны не было ни гроша, достал последних 50 лир и вложил туда. И вот вы знаете, все его рассказы, когда вы читаете, всегда вот в конце, даже об этих низких типах, вот вы всегда можете увидеть, что на вершину попадает вот это «Йидишкайт мит меньшлахкайт», вот это красивые еврейские и общечеловеческие ценности. Еще у него очень 2 рассказа посвящены очень интересному моменту. Знаете, идиш, он изобилует проклятиями. Но не такими проклятиями, как в других языках. В других языках это звучит очень нецензурно и некрасиво. В идише нет. Ибо в идише важно не что говорят, а как говорят. Так вот, вот в этом же институте ИВО был один из его основателей, был доктор Рубинштейн. Доктор Рубинштейн, он был исследователь фольклора. Был инвалидом, у него одна нога была короче, Крапинович всегда добавлял, но вторая была длиннее. Вот. Он хромал, и ему тяжело ходить было. И вот он дошел в своей работе до главы благословения и проклятия. С благословениями прошло все очень гладко. Теперь он такой интеллигент, такой человек тонкой души, где он и где проклятие. И вот он начал ходить по Вильнюсу и спрашивает: может, вы знаете, где могу услышать немного проклятий? Ему тогда сказали: доктор Рубинштейн, идите в Фишмарк, на рыбный базар. Там спросите одну Ханне Мерке фун де Фиш. Ханне Мерке, торговка рыбой. У нее есть титул «Лучшая проклинальщица во всем Вильно». И вот он прихромал на этот базар. Спрашивает ее: зайтир Ханне Мерке фун де Фиш? Она говорит: уважаемый, какая вам рыба нужна, сколько килограмм? И все, он говорит: нет, простите, будьте так любезны, я не покупаю рыбу. Она говорит: что же вы мне бьете по чайнику? Говорит: я не покупаю рыбу, я собираю проклятие. Она говорит: уважаемый, вы в своем уме? Он говорит: нет, это моя работа.
И она начинает его проклинать. Он говорит, одну минуточку, будьте так любезны. Достает блокнотик и начинает записывать. И тут у нее как бы падает этот, асимон, говорят на иврите, да? Говорят, секундочку, я вас буду проклинать, вы из этого будете делать деньги. И вот они договариваются, что он придет в определенный час каждый день, она будет сыпать проклятиями, а он заплатит ей рубль. Один раз он забыл рубль, вот тогда он получил настоящую порцию. И вот что важно автору, она не заметила, как она влюбилась в него. И вот она его уже ждет. И ее уже не интересует ни рыба, ни торговля. Вот только вот одна мысль. И она понятия не имеет, как привлечь его внимание к себе, как к женщине. А у него даже мысли нет в эту сторону. Он был женат на науке. И вот она ему говорит, Адон Рубинштейн, господин Рубинштейн, зачем мне надо вас здесь проклинать среди этих корыт с рыбой? Приходите ко мне домой. Я вам сдам кусочек гефилте фиш, вы у вашей мамы такое не ели. И кусочек картофельного кугела, вы оближете все пальцы, а потом я вас попроклинаю. И вот он пришел, она его накормила, и нарядилась, и очень хочет привлечь его внимание, и говорит, будьте так любезны. Он говорит, спасибо, очень вкусно, хорошо, а сейчас пойдем к работе. И достает блокнот. И тут она обиделась, ну правильно, я же для вас не женщина, а для вас дырявый мешок, из которого сыпется проклятие. И она так пристала к нему, что он вынужден был бежать из Вильна. Убежал из Вильна, ее уже ничего не интересует, она просто, что называется, сохнет по нему. И одна ее подружка, тоже торговка рыбой, рядом с ней стоит на базаре, и спрашивает, слышишь, откуда он был этот хромой, чтобы у него тоже вторая нога отсохла? Он говорит, Его, Йидишер Виссеншафтlich Институт, Его, Еврейский научно-исследовательский институт. Так говорит, боже мой, ты помнишь такие слова, у тебя же голова министра. Это когда-то на идише был большой комплимент голова министра. Сегодня, я не знаю. И вот, говорит, у меня для тебя есть план. Сядь, запиши все проклятия, которые ты ему не успела сказать. Пойди к директору института и попроси, чтобы тебе устроили вечер художественного чтения. Творческий вечер. Ты будешь читать проклятия, напишут об этом в газете, и этот хромой, чтобы у него тоже вторая нога отсохла, ты увидишь, где он не есть, он так воодушевится, что он придет. И вот она садится и пишет список. Я вам приведу несколько перлов из ее списка, и вы поймете, что такое важно, как говорят, а не что говорят. Например, такая фраза. Ведь каждая фраза, да, вот в такой фольклорной речи, это фильм. Вы ее видите. Она создает в вашем воображении картинку. И когда мы смеемся над картинкой. Soll dir rein Spon in Neugu на Streu Neuer sollst nicht wissen, was früher Reus zu nehmen. Чтобы тебе попала соломка в глаз и стружка в ухо, чтобы ты не знал, что раньше вытащить. Это же фильм. Или, например, такая фраза. Sollst du kennen so schön reden, als nur schickere Cat sollen dich kennen verstehen. Чтобы ты умел так красиво говорить, чтобы только пьяные кошки могли тебя понять. Или такая фраза. Sollst du Robschlingen наширим, und soll sich bei dir öffnen in Bauch. Чтобы ты проглотил зонтики, чтобы он у тебя открылся в животе. Или самая красивая фраза. Мы soll zu dir rufen на доктор, чтобы тебе вызвали доктора, und wird kommen, und die Schreien schreien schön mit nicht. А когда он придет, чтобы соседи кричали, все, уже не нужно. Следующий аспект. Идишская культура увековечила то, что сегодняшним израильтянам, например, молодым, очень трудно понять. Это связь страны Израиля с народом Израиля. То есть это извечная тяга к Эрец... Спасибо. Тяга к Эрец Исраэль как мечта, как какая-то неведомая мистерия, как... то есть вот этот мотив тоска по Сиону – это один из основополагающих мотивов во всем идишском творчестве. И эта литература, она увековечила то, что вот современные израильтяне, которые как бы получили эту страну
по факту своего рождения, им очень трудно, наверное, прочувствовать, что чувствовал вот тот галутный еврей в диаспоре в каком-то затхлом местечке, когда он произносил вот эти слова «Эрец Исроэль, Цион, Иерушалаим», вот эту слезу, эту дрожь, этот трепет, когда он произносил эти слова. И последнее. Идиш, культура идиш и ее познание – это неотъемлемая часть изучения Холокоста. До примерно 15 лет назад, когда у нас говорили то, что мы называем лимудея Шоа, изучение Холокоста, то имелся в виду 39-й год, 45-й. Но за последние 15 лет очень поменялась тенденция, и сегодня просто все поняли, чтобы понять, какой мир ушел, нужно хорошо изучить, какой мир существовал. Более того, вот наших старшеклассников привозят в Польшу, да, они ездят по местам этим страшным. И вы знаете, если привезти вот израильского мальчика, девочку 16-17 лет, и рассказывать им, что вот здесь погибло столько миллионов, здесь погибло столько тысяч, вот за этими страшными цифрами с нулями, они практически не видят индивидуум. То есть они видят цифру, а вот кто он был, вот этот единичный еврей, который там сожжен в этой Треблинке. То есть на каком он языке говорил, какие он песни пел, чем он зарабатывал на жизнь, в какую он партию входил, какую он газету утром читал, от чего он радовался, от чего он тосковал, какой был его культурный мир и так далее. На все эти вопросы дает ответы культура идиш. Она открывает индивидуум за общностью. И последнее. На идише произошел очень несчастный феномен. Эта литература о Холокосте есть на всех языках. А вот на идише была создана удивительная литература во время Холокоста, которая, как вот в гимне поется, в гимне еврейских партизан, это не песня, написанная чернилом, это песня, написанная кровью и свинцом. Это песня, которая вышла, как говорила вот одна женщина, которая в Холокосте писала, она говорит, «фундикишкес». Это то, что из первых рук. И у каждого такого стихотворения, у каждой такой песни есть история. Каждая такая история – это драма. Например, вот я вам только один пример приведу, то, что весь мир, не только еврейский, знает гимн «Еврейский партизан», который написал Шмерки Кочергинский, который бежал из Виленского гетто и воевал в отряде партизан. Он, Гиршке Глик, и бежал из Виленского гетто и воевал в отряде партизан. Он взял слова «Зогниш кеймула сдугейс дем лецтен век», «Не говори, что ты идешь в последний путь», и приладил эти слова к музыке Дмитрия Покраса из фильма «Стояла казачка», как назывался фильм, не помню, но песня «Стояла казачка у плетня». Никто сейчас не помнит этот фильм, и никто не помнит эту песню, то есть оригинальную. А вот эта песня, гимн еврейского партизана, известна на весь мир и переведена на кучу языков и так далее. И вот у каждого такого произведения, созданного в Холокосте, есть своя драма, есть своя история. Эта история зачастую более драматична, чем сама песня. И я хочу закончить, наверное, лучше всего вот закончить теми словами, которые Абидышев в Нобелевской премии своей, в Нобелевской речи сказал Ицхак Башевич Зингер. Идиш далеко не сказал последнее слово, ибо в этом языке заложена идиома испуганного и вечно надеющегося человечества. Это, наверное, самое красивое определение, никто красивее не сказал. Вот. И сегодня в 5 часов и в 6 часов я вас приглашаю на программу, на наши 2 программы с музыкальными вставками. Одна будет посвящена истории еврейской истории через еврейскую песню, а вторая еврейской культуре в России. Спасибо за внимание.